Гурбангулы Мелиглыевич Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана. Джамшед Абдулхакимович Хаджаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан. Рустам Нургалиевич Миниханов, раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Gathering. For the last 16 years, we're pleased to welcome over Federation and Hussein Brahim Taha, Secretary General of the Russian Federation and Chairman of the Organizing Committee for the Preparation and Holding for the International Economic. Рад приветствовать вас на пленарном заседании Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум-2025». В начале своего выступления хочу зачитать приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Участникам и гостям 16-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». Уважаемые друзья, сердечно приветствую вас в гостеприимной Казани на 16-м Международном экономическом форуме. На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Отмечу, что Татарстан – один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения. В ходе форума вам предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления наших связей в самых разных областях, в том числе и технологической. Совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будут посвящено заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» с участием представителей Организации исламского сотрудничества. В этом году мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы сможем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества. Эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов. Уверен, что работа форума будет, как всегда, продуктивной, послужит углублению диалога и партнерства между нашими странами и народами. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рустаму Нургалиевичу Миниханову за его приглашение принять участие и выступить на этом важном мероприятии международного значения. Нынешние магистральные тенденции мирового развития и создания новых геоэкономических реалий, конфигурации и моделей ставят перед исламским миром целый ряд крупных задач. Очевидно, что их решение как раз таки требует серьезного осмысления, а порой, наверное, переосмысления роли и перспектив наших стран как современном экономическом мироустройстве. Поддержка этих процессов со стороны руководства за такой подход, уверяю, что он отвечает именно долгосрочной проектной помощи, соответствует духу и логике роли Республики Татарстан и лично уважаемое доверие и сотрудничество между исламской Россией. Это важнейшая миссия по праву и состава Республики Татарстан и глубоко проверенные отношения братства, солидарности и уважения
совсем развивать, эти сферы, значит, свой. Благодарю за внимание. Discussion on global partnerships, I would like to turn to the representative of a country also assumes the honorable mission of chairing ASEAN, representing the الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي. What energy and tenacity! He compared the people and the resilience, the diligence, the toughness to a thistle plant. Sturdy, soiled with black mud, and yet cartwheel. The voice of the youth are not only, and know that in our, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые руководители, премьер-министр Малайзии, уважаемый Курбан Меликулиевич, лидер Туркменистана, Марат Шакирджанович, наши братья из Азербайджана, из Узбекистана, уважаемые дамы и господа, представители зарубежных делегаций, российские наши коллеги. Искренне рад приветствовать вас на 16-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». Мы глубоко признательны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и неизменную поддержку форума. Вам, Марат Шакирджанович, а также всем федеральным органам за помощь в организации мероприятия, нашим почетным гостям, всем участникам форума, партнерам за важный вклад в его работу. Отрадно, что Казань форум собирает друзей со всего мира, создает хорошие условия для новых контрактов, открывает двери для конкретных проектов сотрудничества. Деловая программа нынешнего форума насыщена и разнообразна. Проводится более 140 конференций по самым актуальным темам. Сегодня существенно ускоряется темп развития сотрудничества нашей страны, Российской Федерации и мусульманских стран. Реализуют совместные проекты с партнерами из Средней Азии, Ближнего Востока, Азии, Африки. Свидетельство приверженности наших зарубежных коллег принципу многополярности – это расширение БРИКС. Саммит этого объединения в Казани в прошлом году собрал 36 стран и 6 международных организаций. Из них 16 – это исламские государства. Хорошим примером планомерной работы России с мусульманскими государствами вот уже много лет является наша республика Татарстан. Ну и, конечно же, огромная поддержка. Казань в 2022 году была признана молодежной столицей исламского мира. А вот следующий год, он очень важен, Казань станет культурной столицей исламского мира. Это огромное доверие. Давайте поблагодарим аплодисментами наших коллег исламских стран за такое высокое доверие. Ну и работа тоже показывает, что товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества увеличился на 38%, и он составляет уже порядка 8 миллиардов долларов. Успешно работает группа стратегического видения России «Исламский мир».
Знаковыми мероприятиями стали заседания группы в Малайзии в декабре, в Казани мы собирались. Ну и, конечно же, вот сегодняшнее наше выступление уважаемого Гурбангулы Меликулевича, уважаемого Анвара Ибрагима, они говорят о том, что мы на правильном пути. Огромные слова благодарности за вот такие конструктивные советы и выступления. Это огромная поддержка для нас. Давайте поблагодарим наших лидеров за такие добрые слова в адрес нашего форума. Уважаемые коллеги, благодаря развитию информационных технологий и цифровых платформ сегодня Республика Татарстан активно интегрируется в глобальные цепочки. Желаю всем вам здоровья, благополучия, ну и реализации всех намеченных планов, ярких впечатлений от нашей республики. Бейгзур Рахмат, большое спасибо. Start our second part of the session with a short video that will these three speakers that